Победитель открытого конкурса Самсон Атасыков и Степан Данилов расписали тепловой пункт возле Якутского музыкального училища по Кирова. Темы духовной связи и гармонии в любви нашли воплощение в их работе «Близость расстояния». А теперь небольшое интервью с нашими художниками. Я, получается, на первом курсе сидел дома, лежал, делать нечего было. По сути, я рисовал. И, получается, на стене, у меня просто белая стена была, решил нарисовать сову, большую. С этого заказы пошли, людям понравилось, благодаря Инстаграму. Потом учились, и он на одном потоке с тобой учили же. На одном потоке учились. Ага. И вот однажды нас познакомили. У нас было очень много общих знакомых. Ну и там уже, получается, Самсон, Степа, я рисую, я тоже рисую, давай попробуем что-нибудь сделать. Так и получилось. Просто так получилось. У меня была идея, то есть рисовать на стенах. А потом я заряженный был, а Степа просто взял меня, подхватил вместе, начали все. Я катаюсь на велосипеде, люблю играть в видеоигры. Так, а ты, Степан? Баскетбол и все. Ага, значит, два увлечения только, да? Да. Видеоигры, интересно. Игры. Это у всех мальчиков. Ага. Гик-кафе. Ага. В гик-кафе мы рисовали «Звездные войны». Ага. Заказ пришел на гик-кафе. Вот там наш хороший заказчик Максим попросил нас, получается, нарисовать гик-кафе. У них только расширение началось. У них, получается, одна такая маленькая будка была в Палладиуме. И вот как расширение началось, начали рисовать, получается, все. И с того момента они постоянно нас зовут, прийти нарисовать, там, на игры всякие. Молодцы, в общем. Я в первое время даже приходил рисовать со Степашкой просто потому, что хотел хорошо провести время. Он веселый парень. Пунктуальный. Не сказал бы, но спасибо. Очень веселый Степан. Ответственный. Ты сейчас начинаешь. Мы научились собирать и разбирать леса. Да, легко, кажется. Это оказалось не так сложно, как мы думали. Ну и бояться высоты я стал меньше. А ты, Степан? Хорошо. В принципе, у нас такие, можно сказать, муралы были, только они были вширь. Но никак не высоту. Это вот хороший опыт был. Очень хороший. Заведение в последнее время, да, ввиду того, что у нас заказов очень сильно больше стало благодаря всем. Благодаря лету. Благодаря лету, да. Мы сейчас рисуем очень часто. А вот помимо своей основной работы тоже рисуете, да? Лично я, пока что, как бы архитектор, закончил учебу. С друзьями иду работать, бюро «Старт» называется, хорошее бюро, там мои друзья. И, начинал с геймплана, потихо эскизы делал. Потом как-то перетянуло меня больше на рисунок. Решил год отдохнуть с следующего года. Например, наверное, в архитектуру пойду, я пока не знаю. Я его не отпущу. Мы продолжим рисовать на стенах. Да, может быть, дойдем до Москвы и надеюсь. Я творю тогда, когда мне хочется. Так могу сказать, скорее всего. Но если лень, то не. Вдохновение надо было. Что я могу сказать? А я творю, когда, есть время. У меня нет определенного какого-то момента, с которого я думаю, что сейчас буду творить. Просто если нужно, то я беру и делаю. Я никогда не рисую без музыки. Уже говорил такое, но все-таки так и есть.
я никогда не рисую плохие рисунки, да? Вот эти вот на гаражах. Граффити? Да, нет, не граффити хорошо. Ну, типа... Типа вандализм, да? Да. Здесь был Вася, типа, да? Типа, Юленька, я люблю тебя. Типа такого, короче. Я тоже такого не делал. Всякие мужские эти. Ну, так, я в душе романтики. Много дорам смотрю. Не обязательно в ход надо будет говорить. Ну, короче, в общем, меня привлекает больше любовная тема. Ну, когда рисую. Ну, вот так вот.